вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на премьере программы «Скрипка в классике и джазе с юмором», солистом которой станет известный скрипач, композитор, художественный руководитель ансамбля солистов «Виртуозы Тель-Авива» Александр Поволоцкий. Восторженно пишут о нем критики в программе «Шедевры мировой музыкальной классики» и собственные произведения. В руках музыканта старинный инструмент итальянского мастера Карло Фердинандо Ландольфи 1769 года в программе. Произведение, которое Александр Поволоцкий написал в 2001 году и посвятил открытию 12-го международного конкурса скрипачей имени Генрика Винявского. Александр Поволоцкий, Виво Винявский. Концертная увертюра на темы Генрика Винявского. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, дирижер Государственной академической симфонической капеллы России, дирижер Большого театра России Дмитрий Крюков.
знаете сегодня, я просто безмерно счастлив, что я сегодня нахожусь в вашем городе замечательном. И уже не первый раз, это третий мой визит, но впервые я играю с большим оркестром. И еще более счастлив с тем, что сегодняшний концерт начался увертюрой, которая была написана в 2001 году на открытии международного конкурса, 12-го международного конкурса скрипачей имени Генриха Винявского, где я был членом жюри этого конкурса. И очень много коллективов и больших дирижеров, знаменитых уже в возрасте, играет эту увертюру. И сегодня мне приятно, что она впервые прозвучала в вашем замечательном городе. Спасибо оркестру и дирижеру. Спасибо вам большое. Ну, сейчас мы начинаем нашу программу и начинаем ее с композиции, которую я написал на темы знаменитого мюзикла Джерри Бока «Скрипач на крыше». Сейчас мы вам исполним знаменитую арию Баха. И только она будет совершенно иначе. Она будет в латиноамериканской боссанове. Итак, Бах, ария.
и с юмором. Но с юмором это я вам буду сейчас рассказывать какие-то и читать некоторые рассказы, которые так получилось, что я начал писать, потому что я очень много лет уже счастья выступаю, разъезжаю, и за все эти годы я имел счастье общаться с самыми великими музыкантами, которые только были в второй половине 20 века. Вот. Но я написал целую серию рассказов не только о таких больших музыкантах, но и даже о моих друзьях, более скромных музыкантов, но замечательных друзьях и замечательных музыкантов. Вот сейчас я прочитаю несколько рассказиков. Пока Свейка отдохнет немножко. Первый рассказ называется «Что значит правильно выбрать репертуар?». В Большом театре Союза СССР в оперной труппе работал очень хороший пианист Владимир Викторов. Часто руководитель ансамбля скрипачей Большого театра Юрий Маркович Лентович приглашал его в наши концерты, чтобы он аккомпанировал певцам. Вот один из рассказов Володи. Буквально в первые месяцы его работы в Большом к нему обратился пенсионер оперы, народный артист Советского Союза, лауреат всевозможных государственных премий, включая сталинскую, известный пас с фамилией Иванов. Суть обращения была в предложении съездить в город Днепропетровск в составе группы артистов Москонцерта для участия в торжественном вечере по случаю награждения завода имени Ильича переходящим красным знаменем. Оплата была достойная, и Володя согласился. Дома они отрепетировали несколько оперных арий и вместе со всеми поездом выехали в Днепропетровск. Что такое артист в пути и сколько он может выпить спиртного, это отдельная тема. Утром, когда поезд прибыл в пункт назначения, артистов в полуневменяемом состоянии штабелями закладывали в автобус. Концерт начался с небольшим опозданием. В фойе Дома культуры, где проходило награждение и концерт, на полную мощность работал буфет, где спиртные напитки в неограниченном количестве продавались героям труда. Так что зал был готов к достойному приему артистов. Теплую атмосферу приема еще подогревало полное отсутствие какой бы то ни было вентиляции в зале. В общем, все сошлось. Состояние артистов после дороги и праздничное настроение публики со знаменем в руках. В зале стоял страшный шум. Буквально за несколько минут до своего выхода Иванов попросил Володю разыграть с ним сценку. Он дал стопку нот, где в нескольких экземплярах была только ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин». После объявления всех титулов солиста, когда они вышли на сцену, Володя, как его попросил Иванов, шепотом, но так, чтобы его услышал весь зал, спросил: «А что мы будем петь?» Иванов тоже шепотом, но еще громче ему ответил: «А мне, собственно, все равно». Володя вытащил один экземпляр из стопки нот с одним и тем же произведением и шепотом на весь зал сказал: «Сусанин». Иванов громобойным голосом прорычал в зал: «Ария Ивана Сусанина из оперы «Глинки» Иван Сусанин». Володя начал играть вступление. Иванов набрал полные легкие воздуха, а в этот момент с галерки, какой-то вконец разморенный большим количеством выпитого и полным отсутствием чем дышать, зритель проорал: «Халтура!» Но набранный в легкие народного артиста воздух уже не мог ждать и вырвался всей своей мощью наружу. Иванов издал звуки, отдаленно напоминающие пение. Первая фраза арии Ивана Сусанина «Чую правду» еще раз подтвердила: зритель всегда прав.
Я сейчас хочу пригласить на сцену человека, благодаря которому вот я сегодня нахожусь здесь между вами, вот, среди вас, извините, среди вас, и который, я считаю его своим очень близким другом, потому что он, в общем, я хочу в двух словах сказать. Это замечательный музыкант, это художественный руководитель симфонического оркестра национального Артур Назиуллин. Знакомы. У нас сейчас будет экспромт. Честное слово, в полном смысле этого слова. Экспромт, потому что вообще-то эти песни, которые мы сейчас будем исполнять, я играю сам. Но Артур такой замечательный музыкант и кларнетист, что каждый раз, когда я с ним встречаюсь, а мы уже с ним встречаемся, по-моему, 4-й раз. Но для нас каждая встреча это в 10-кратном размере. Я всегда получаю удовольствие, когда мы с ним вместе играем. И вот сейчас мы с ним вместе и с оркестром, и с Дмитрием Крюковым мы сыграем танго композитора Пиаццоллы «Обливион. Забвение».
Следующая пьеса, которую вы сейчас услышите, это фактически была моя первая пьеса, которую я написал. И она была записана в начале 80-х годов с эстрадно-симфоническим оркестром радио и телевидения. Потом, когда я уже жил в Израиле, эта пьеса, ее крутили после программы «Время» во время, когда говорили прогноз погоды. Пьеса называется «Вальс только для тебя». Вы знаете, когда ты пишешь музыку, ты всегда что-то представляешь, и какие-то ассоциации у тебя возникают. Вот этот вальс, это, знаете, это как зимняя пьеса такая. Вот представьте себе поздний вечер, в комнате темно, одинокая женщина, она стоит у окна, а все окно закрыто, покрыто рисунками обледеневших иней на окнах. И от дыхания просто как слезинка стекает, как вальс ожидания, только для тебя. Когда у меня родилась дочь, мне пришла в голову мелодия такая, маленькая. Спустя год у меня родился сынок. Другая мелодия. Потом родилась внучка. Я написал импровизацию, соединил это. Итак, эта песня называется «Самая добрая песенка».
назвал «Утренняя звезда». Почему «Утренняя звезда»? Потому что, или еще назвал ее «Первая любовь». Потому что первая любовь тает, как утренняя звездочка, в первых лучах восходящего солнышка. Первая любовь. Оль, лето. Вы знаете, осень – это уже зрелая пора в жизни человека. И это пьеса о том, что когда тебе уже какое-то определенное количество лет, и тебе уже, ты прошел большой какой-то жизненный путь, и опыт у тебя жизненный, и на висках у тебя седина уже, ты приходишь домой и говоришь: «Я тебя люблю». Осень.
Спасибо огромное. Вы знаете, я сейчас найду эту бумажку для начала. На протяжении последних 25 лет одним из самых близких друзей был вам очень хороший человек и замечательный поэт, который, я знаю, в вашем городе очень чтут. Это Андрей Дементьев. Я знаю, что буквально неделю назад, или, может быть, не 10 назад, на одном из ваших театров была прикреплена табличка о том, что он там выступал вместе с Иосифом Кобзоном. Не знаю, что просто и Ганева, Пугачева жена, и Неля Кобзон были здесь. Я когда она мне сказала, а мы в Уфе, как в Уфе? Я говорю, я еще здесь, что там делаете в Уфе? Просто я даже не знал, что, это очень приятно, что в вашем городе так чтят память и относятся бережно к людям вот такого вот высокого полета. Настоящего. Когда Андрею исполнилось 75 лет, он посвятил мне стихотворение. Я вам сейчас его прочитаю. Я почти всегда заканчиваю свой концерт, но мы еще сыграем пьесу. Вот. Этим стихотворением. Называется он «Российские израильтяне». Затих самолет, и прорвалось волнение. Над скрытым восторгом мальчишеский гвалт. Старик опустился при всех на колени и землю святую поцеловал. Страна не забыта, забыты обиды, в которых в той жизни хватало с лихвой. И кто-то, быть может, подастся в хасиды, а кто-то сменил лишь свой адрес и строй. В России их могли словами поранить, Израиль их русскими сходу нарек, и русская улица — это как память всему, что уже отслужило свой срок. Но в сердце хранятся семейные даты, и праздником нашим оказанная честь. Российские парни уходят солдаты, и русская речь не кончается здесь. А в душах иная страна прорастает сквозь беды и радости, бои и бедлам, и молодость, словно израильский танец, несется по прошлым и будущим дням. И местный пейзаж, как полотна Гогена, привычен уже и прочтен наизусть, но только навеки останутся в генах необъяснимая русская грусть. Дорогие друзья, сейчас в заключении нашего концерта мы сыграем тоже еще одну мою песню, которая называется «Любовь и музыка». Я даже написал такой эпиграф к этой песне. Вы знаете, вечные как жизнь эти два созвездия, неразрывно музыка идет с любовью рядом. Нет для них преград, вся для них вселенная, музыка звучит. Она — любви творение.